Чем отличается, это уже пятая резолюция по Крыму от предыдущих? Эта резолюция существенно усилена по сравнению с прошлогодней. Например, в ней более, скажем, усилена терминология и четко указано, что не просто Крым является оккупированной территорией, но и так называемые власти, которые там сейчас находятся, нужно четко называть оккупационными властями Российской Федерации. Но кроме терминологии, там также очень много э, внесено новых трендов последнего года по ситуации с правами человека. Например, идет речь о влиянии коронавируса на ситуацию в Крыму. И также отмечается то, что государство-оккупант не делало достаточно усилий, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Крыму. Например, правозащитники фиксировали все лето всякие военные парады и другие милитаристские акции, где были большие скопления людей, а также все лето постоянно летали по много раз на день прямые самолеты, например, из Москвы в Крым. И Москва являлась одним из лидеров, регионов лидеров по количеству заражений. И, собственно говоря, это не могло не привести к тому, что в Крыму тоже была вспышка коронавируса. Кроме того, там идет речь о проблемах с доступом к украинскому образованию для крымских детей, особенно для тех, кто попал в университеты. Российская Федерация существенно усложнила выезд из Крыма украинских граждан, которых она считает своими гражданами. И было достаточно сложно, потому что перекрывались КПВВ, людей не выпускали, было сложно спланировать вот свое участие, поступать в украинские университеты. Кроме того, там усиливается также весь фактаж, который касается, например, политических заключенных. И впервые в резолюции Генассамблеи ООН в этом году упоминается имя Сервера Мустафаева, это координатор Крымской солидарности. И я скажу, что это достаточно редко, когда в резолюциях такого уровня упоминаются какие-то конкретные фамилии, потому что, как правило, там идет речь более такие обобщенные фразы. Это очень важно, что имя Сервера там. Например, в предыдущих резолюциях там упоминались имена Владимира Балуха или Олега Сенцова, и эти люди уже на свободе. Но, конечно, это не является такой уже стопроцентной гарантией, потому что, например, там уже несколько лет упоминается имя Эмира Усейна Куку, еще одного правозащитника, который находится за решеткой. И, к сожалению, Эмир Усейн до сих пор не освобожден, но мы надеемся, что это будет привлекать внимание всего мира к тому, что среди политзаключенных находятся правозащитники, и будет давление на Российскую Федерацию, чтобы этих людей освободили. Не только их, но и всех политических заключенных.